Здравствуйте, дорогие подписчики Кактус Медиа. Меня зовут Наталья Тимирбаева. Я главный редактор Кактус Медиа. Сегодня у нас в гостях Рахат Джунушбаева, женщина, открывшая завод. Здравствуйте, Рахат. Здравствуйте. Давайте немножко сначала расскажем о заводе. Это завод по производству лифтов. Как он устроен, сколько человек там работает, на какой рынок он рассчитан? У нас многопрофильный завод. Основная продукция – это подъемные механизмы, лифты пассажирские, лифты грузовые, все виды подъемных механизмов, кроме эскалаторов. На данный момент у нас уже работает 100 человек на предприятии. Мы рассчитываем на рынок Кыргызстана, выйти на рынок Евразес, ЕАЭС и рынок Центральной Азии с нашей продукцией. Многопрофильные, потому что не только лифты, у нас еще будут другие товары, другой ассортимент товаров народного потребления производиться. Кабмин много рассказывал о вашем предприятии, и люди засомневались, что это действительно завод. Они говорили, что это просто линия по сборке. Как вы прокомментируете такие замечания? В этой отрасли я уже работаю давно, с 2009 года. Мы до этого занимались импортом продукции, импортом лифтов других стран. Лифты, они сами приходят уже разборные. Мы уже занимались сборкой здесь, да? Мы их уже собираем здесь. А это производство, это уже производство. Мы, конечно, полного цикла производства мы не можем сделать. Даже ни одно мировой производитель лифтов тоже на данном этапе никто не делает полного цикла производства. Некоторые детали и запасные части мы завозим готовые, а основная часть будет производиться здесь, на нашем предприятии. Например, что будет производиться? Производиться будут все касательно шахты лифтов, внутри шахты. Это кабины, каркас, купе, двери, все, что касается машинного помещения, это все будет производиться. Мы будем завозить только электронные части. У нас нет сейчас возможности производить электронику, это станция управления, и нет возможности производить лебедки. Лебедки тоже будут завозиться. А есть в планах производить и такое сложное оборудование? Лебедки навряд ли. Лебедки, да. Да, лебедки навряд ли, но собирать станцию управления и производить электронные компоненты у нас это уже второй этап реализации нашего производства. А как с кадрами? Конечно, тяжеловато, но мы над этим проектом уже 2 года работаем. И вот в течение 2 лет при помощи наших партнеров, технологических партнеров, мы обучили кадров, которые работают сейчас на данный момент у нас на предприятии. Тяжело с кадрами, тяжело находить, приходится многих учить, обучать. То есть вы сделали такой выбор, вы их сами учите, вы не приглашаете экспатов, людей из-за границы, вы берете наших специалистов и дотягиваете их до своего уровня. На самом начале вообще бизнеса в этой отрасли, в лифтовой отрасли, у нас были специалисты, мы приглашали из-за границы, в том числе из Казахстана, обучали наших сотрудников. А сейчас у нас так получилось, что открытие производства, вообще начало этого проекта совпало с пандемией. И 2020-2021 год полностью был закрыт, и наши иностранные партнеры по технологии, они не смогли приезжать к нам в Кыргызстан, и пришлось их обучать онлайн. Понятно. Как опять же говорилось в пресс-релизе Кабмина, это предприятие, все ожидают, что оно станет флагманом тяжелой промышленности Кыргызстана. Флагман – это производство, которое тянет за собой последующее. Вот в этом смысле, кто будут поставщики, как будет расти производство, чего нам ожидать, чего нам, кыргызстанцам? Да, флагман, оно, конечно, очень громко сказано, но я не боюсь тоже заявить, что мы в действительности можем стать флагманом в тяжелой промышленности. Во-первых, лифты – это те же машины, только они двигаются вверх-вниз, да? Это тоже относится к машиностроению. Второе, мы сейчас, вот я затронула же обучение, да, мы заключили меморандумы с учебными заведениями по подготовке кадров именно для нашей отрасли. Да. Уже мы оснастили классы, разработали учебные программы. Сейчас у нас на стадии подписания меморандума с белорусскими нашими
с белорусскими учебными заведениями, которые подготавливают кадров именно в этой области. Мы как бы открываем целый кластер узкоспециализированный в лифтостроении, которого в Кыргызстане не было. Ни в Советском Союзе, ни после постсоветский период. Да, этой отрасли не было. Она была представлена только импортом и дальнейшим монтажом и обслуживанием. А на данный момент у нас начинается обслуживание, производство, монтаж, обслуживание, как бы весь цикл мы создаем. И оно, в принципе, может быть, стать флагманом и представлять тяжелую промышленность Кыргызстана на зарубежных рынках, хотя бы в близлежащих государств. Рахат, как вы стали директором такого предприятия? Я вообще сама востоковед, кореевед, обучалась корейскому языку, экономике. Мне это часто задают вопрос, как вы попали в эту отрасль. То есть вы учили корейский язык, международные отношения, международные экономические отношения, экономика Кореи, да, вот наша специализация была. Я скажу так, когда мы начинаем свой трудовой путь, ищем, где бы нам реализоваться. Ищем ту нишу, тот голубой океан, где я хочу найти свое применение и свою реализацию. И этим оказалась именно лифтовая отрасль. Для меня тоже было неожиданно. Иностранные партнеры, но наши партнеры из Кореи предложили представлять интересы их компании на территории Кыргызстана. Конечно, о лифтах я ничего не знала. Это в каком году было? Это было 2009 года, 8-9 года. О лифтах ничего не знала, я умела только кататься и кнопки нажимать. И пришлось уже внедряться, более глубже изучать эту отрасль. И так получилось, что я стала их представителем. Дальше уже стала представителем компании Hyundai Elevators на территории Кыргызстана. А теперь вот мы уже переходим к производству. Понадобилось вам тоже повышать квалификацию? Обязательно. Тренинги, проходили онлайн-тренинги. Выезжала в Корею, обучалась, там тоже на базе завода, на базе головного офиса в Корее проходили тренинги. В Шанхае проходила тренинги. Очень много заводов объехала, много со специалистами общалась именно в этой отрасли, конечно. Такой долгий путь обучения прошла я сама. Рахат, в наших условиях открыть завод непросто. Я думаю, что женщине это сделать особенно сложно. Вот с какими трудностями вы сталкивались, просто как бизнес-представитель и именно как женщина? Именно как бизнесмен, как я уже сказала, мы попали в период пандемии, период постпандемийного кризиса, именно реализация этого проекта. Было очень сложно, мы планировали закончить в течение 6-7 месяцев строительство и уже начать производство, но, к сожалению, это затянулось на 2 года, так как границы все были закрыты. Наше оборудование, которое было изготовлено, оно застряло на границах, почти около года стояло на границе. Долго ждали, потом после того, как получили, необходимо было все обратно восстанавливать, она стояла под дождем, под снегом. Плюс еще основной состав нашей компании – это мужчины, 90% мужчины, которые не всегда воспринимают именно в технической отрасли женщину тоже как руководителя. Второе – партнеры наши, 90% тоже мужчины, тоже не всегда они воспринимают женщину именно в этой отрасли, в технической отрасли. Есть такие сложности, со всеми этими мы сталкивались, но после того, как они видят твою компетентность, все вопросы, конечно, уже потом отпадают. Правительство, власти, нужна ли была их помощь и оказывали ли они ее? На том этапе, когда наш груз застрял на границе Туругарта, конечно, они помогли. Мы обратились с письмом в кабинет министров, мы обратились в Министерство иностранных дел, чтобы они на своем уровне, уже на уровне посольств, они помогли нам получить этот груз. В дальнейшем это средства российского фонда РКФР, тоже в начальном этапе финансирования была помощь. И вот на открытии сам председатель Кабинета министров обещал, что в дальнейшем тоже будет содействовать
расширению. У нас есть сейчас этапы, мы реализовали только первый этап производства, у нас есть вторые, третьи этапы. Они обещали нам помочь, мы надеемся к сотрудничеству с Кабинетом министров тоже, что в дальнейшем сможем найти точки соприкосновения, когда мы можем вместе уже. Рахат, мне часто приходилось делать материалы о сильных и успешных женщинах. Очень часто ими действительно восхищаются, поддерживают. Но очень часто мне приходится сталкиваться и с комментариями, что женщина не могла этого добиться только за счет своей предприимчивости. Обязательно, значит, где-то за ее спиной стоят деньги, связи мужа или любовника, скажем так. К сожалению. Такой, да, вот прямой вопрос. Что скрывается за вашим успехом? Что или кто? К сожалению, в нашем обществе, да, есть такой стереотип. Навряд ли она может это сделать. Наверняка ей кто-то помог. Без этого. И, к сожалению, этот вопрос даже часто на форумах задают сами же женщины. Сами женщины? Да, сами же женщины задают. Кто вам помог? Если рассказать весь мой путь, мой жизненный путь, да, наверное, они больше поверят. Просто мы не всегда любим говорить, какой мы жизненный путь прошли. Да. Я тоже прошла тот путь, когда у меня не было квартиры. Мы мотались почти 10 лет, я не имела квартиры. Иногда мне нечем было заплатить за аренду своей же квартиры. Мне нечем было заплатить за обучение своего ребенка. Он не мог, элементарно, были моменты, когда я не могла отправить на день рождения друга, потому что у меня просто не было там 1000 сомов в кошельке, чтобы ему это дать. Мы все через этот путь прошли, но не всегда об этом говорим. Мы говорим только о том, что вот чего мы достигли, что мы сейчас делаем. Да? Никто за мной не стоит, стоит только мое трудолюбие, целеустремленность, скорее всего, да. И вот эта мотивация дать своим детям достойную жизнь, достойное образование, вот это и было самой сильной мотивацией к тому, чтобы я смогла реализовать этот путь. Это может добиться любая женщина, если она, любой человек, любой, молодые люди, да, все могут этого добиться, если у них будут правильно поставлены цели, планы, задачи, и они будут двигаться в этом направлении. Никаких связей у меня не было. Все приходилось нарабатывать. Я дочь среднестатистических граждан Кыргызстана, да. Ну, отца уже нету давно, мама уже пенсионер давно. Нет у меня этих связей. Богатого мужа у меня тоже не было. Муж тоже был когда-то просто водителем портера или там продавал секонд-хенд на рынке. Ничего у нас не было. Мы это все добивались, я добивалась сама. А почему именно корейский язык вы выбрали в свое время? Так, я закончила школу с золотой медалью. Какую школу, где? На Иссыкуле, школа имени Баканбаева. И это 96-й год, да, на тот момент у нас была возможность поступить, кто имел сейчас золотые сертификаты, тогда были золотые медали, да, была возможность поступить без экзаменов в некоторые университеты. И одним из них был гуманитарный университет. В те года факультет востоковедения и вообще восточные языки были очень популярны, факультет был очень престижный. Я выбрала факультет востоковедения, но не хотела быть ни историком, ни филологом, хотела экономику. Там был только выбор 2 языка, турецкий или корейский. На факультете международных экономических отношений, специальность, то есть не факультет востоковедения, а специальность международные экономические отношения. И выбор у меня был только 2 языка, я выбрала корейский язык. Хотела изучать иностранный язык дополнительно. Как ваша семья, родители и вот сейчас дети относятся к лифтам? Именно к производству лифтов. Они не говорят: боже мой, это совершенно не женское. У нас привыкли делить женское, мужское. Дети не говорят: мама, неужели ты не можешь заняться чем-то более гламурным? Нет, они наоборот, знаете, я в глазах детей вижу, наоборот, во сколько детей? У меня 2 сына,
Они наоборот гордятся, да, что я мама вижу, у них такая крутая. Я вижу в их глазах восхищение. Им, наверное, не важно, в какой отрасли мама занимается, для них важно именно те результаты и то, чего добилась мама. И вот я вижу в их глазах восхищение, я когда с ними делюсь о своих планах по дальнейшему развитию, они прям вносят свои идеи, тоже поддерживают. Но единственная мама жалеет, она говорит: вот ты взяла такую ношу на себя, мне так жалко тебя, потому что я работаю практически начиная с 7:30 и домой только в 8-9 возвращаюсь. Иногда практически нету выходных у меня, и она видит это все. Говорит: какую-то тяжелую ношу взяла, не могла бы выбрать другое что-нибудь. Что-нибудь полегче. Полегче, да. А детям сколько лет? 18 и 10. То есть старший сын у вас уже студент? Да, он сейчас на подготовительном. Я почему задаю этот вопрос именно вам? Потому что еще Оскар Акаев, выступая, говорил о том, что нам нужно развивать именно техническое образование. Ну вот у нас уже который президент, а техническое образование просто все хуже и хуже. Я не говорю про все образование в целом, но техническое особенно, потому что вот среди моих одноклассников политех и техническое образование было очень престижным. Поступить туда это было очень здорово. Вот сейчас я уже не вижу такой успешности. Вот как, на ваш взгляд, что нам нужно менять в системе образования, чтобы вот для таких предприятий, как ваше, было больше? И чтобы вам не приходилось искать и самим учиться специалистов. Да, в том, что сейчас очень мало специалистов в технической отрасли, вообще инженеров очень мало, да. Наверное, виновата вот именно тот период 30-летний, когда не было производства в Кыргызстане. Если оно и было, ее было очень мало, да. А сейчас, наоборот, последние несколько лет я вижу такой подъем в производстве. Очень много открывается заводов, больших, маленьких, средних, разных. И чувствуется, что молодежь тоже уже начала интересоваться именно этими специальностями. Да? Я думаю, Министерству образования сейчас необходимо начать сотрудничество с этими предприятиями, потому что есть некоторые выпускники, которые даже не видели этого станка или это оборудование, даже если это машиностроение, они все только знают на теории. Уже необходимо Министерству образования тесное сотрудничество с такими предприятиями, как наши, да, их еще есть, их много, для прохождения стажировки на наших предприятиях и поднимать такой престиж технических специалистов. Больше, я думаю, необходимо Министерству образования тоже в этой отрасли поработать. Очень чувствуется большой кадровый коллапс именно в этой отрасли. Я согласна с вами. И что касается вопросов образования, что касается поднятия престижа, мы готовы сотрудничать с вами в этой области. Вот вы уже производители, да, я так понимаю. Насколько они востребованы на нашем рынке? Вообще, мне кажется, что у нас все лифтовое хозяйство уже пора менять. Да. Ну, помимо тех новых строящихся объектов, у нас есть такой большой лифтовой парк изношенных лифтов, лифтовое хозяйство. Это в основном оно в Чуйской области, в городе Бишкек, да, и в государственных этих зданиях. Очень большой парк изношенных, у которых прошел срок эксплуатации лифтов и требующих замены. Спрос есть, надо менять. Если их не начать сейчас менять, им уже по 30-40 лет, им будет уже по 50-60 лет этим лифтам. Вот, мне кажется, сколько срок эксплуатации лифта? 25 лет. Срок эксплуатации по техрегламенту 25 лет. Но у нас очень большое количество домов, где лифтам больше лет, гораздо больше. Чем это опасно? 80% лифтов, у них уже прошел срок эксплуатации. Это очень опасно. Вообще лифты относятся к опасным производственным объектам.
каждый лифт, он находится на учете государственной экотехинспекции, да, ну, раньше была госэкотехинспекция. Каждый лифт каждый год проходит техосвидетельствование, потому что оно связано с жизнью людей. И этим лифтом пользуются все люди, начиная от детей вплоть до пожилых людей. Поэтому это очень опасный момент, который связан именно с жизнью людей, с безопасностью людей. Понятное дело, что в новых строящихся объектах заказчиком выступает строительная компания. А в тех объектах, которые уже давно еще составляют советский жилой фонд, к вам обращаются? Это мэрия решает эти вопросы или сами жильцы? Ну да, большая часть сейчас на балансе мэрии. Конечно, этим вопросом должна заняться мэрия. Для того, чтобы начать заменять, должны быть изысканы определенные средства, финансирование должно быть. Часть лифтов на балансе самих ТСЖ, это уже жители должны тоже финансирование искать для того, чтобы начать замену этих лифтов. Рахат, вот знаете, я не очень большая сторонница всех этих гендерных квот и прочего, но я понимаю, что в наших условиях мужчина добивается успеха благодаря поддержке близких, мнению общества и прочего. А женщина добивается успеха вопреки, очень часто вопреки хейту, вопреки препонам. Вот ваши советы девочкам, которые хотят реализовать себя, хотят найти свой путь, вот, как человек, добившийся успеха, вот что бы вы могли пожелать, что бы вы могли посоветовать, рассказать из своего опыта? Вот вы недавно затронули не женский бизнес, не женское дело, да. Я хочу сказать, нету женского или мужского бизнеса. Если девушка хочет добиться успехов, она может добиться успеха в любой отрасли, независимо. Это будет просто салон красоты или легкая промышленность, или это пусть будет тяжелая промышленность. Первое. Мечтать. Мечты реализуются. Это я пример того, что я смогла реализовать эту мечту. Да. Когда-то у меня была мечта начать производство. Я сама, вот недавно мы перед сотрудниками проводили такой, у нас было совещание, собрание, и после открытия мы подводили итоги. Я говорю, когда я начала работать только над бизнес-планом, я сама сомневалась, смогу ли. Я сомневалась на 80%. 20% я верила, что смогу этот бизнес-план реализовать, 80% я сомневалась. Но пообщавшись со своими иностранными партнерами, эта моя уверенность выросла на 50%. Но когда я уже начала искать финансирование для этого проекта, уже у меня была 100% уверенность, что я смогу сделать. На пути были тяжелые моменты, тогда моя уверенность падала обратно до 50%, но я сама мотивировала себя и поднимала, что я смогу это реализовать. Поэтому надо верить в мечты, мечтать, верить в мечты и работать над реализацией своей мечты, тоже ставить планы, задачи. И образование, самообразование, не останавливаться на одном уровне. Каждый этап требует определенного вложения, знаний в себя. На каждом этапе своего развития необходимо максимально получать знания. Что было самым сложным? Вот какие, вот вы говорите, были трудности, вот какие это были трудности? Именно при реализации? При реализации, да. 2,5 года примерно у нас заняло, когда у меня кредит, уже наступает срок по выплате основного долга. Оборудование до сих пор не получено. Штат набран, потому что мы их уже обучаем. Из-за того, что оборудование крупногабаритное не получено, мы не можем закончить строительство. Там необходимые были моменты после установки оборудования заканчивать строительство. И вот на этом этапе мне просто опускались руки. Перед командой я, конечно, не показывала. Говорила, мы делаем, вы работаете, учитесь, разрабатываете технологии конструкторскому отделу там, продаж, там, можете уже по чуть-чуть говорить о том, что мы сможем это закончить, мы сделаем. А приходила домой, и когда оставалась одна, вот у меня тогда появлялось такое чувство, смогу ли я это сделать, опускались руки. И как себя мотивировали в этот момент?
основная мотивация – это то, что за мной наблюдает моя команда, моя семья. Они верят в меня. И раз мы уже громко заявили всей стране, значит, вся страна наблюдает за этим проектом. И вот это была основная мотивация, что я не должна подвести ни своих детей, ни свою команду, и в том числе свою страну я не должна подвести и должна показать успешную реализацию этого проекта. Это был основной мотиватор. Ну вот вы сказали, да, что вы закончили школу золотой медалью, это такая положительная сторона комплекса отличника, что если я что-то начал, что если я что-то делаю, то это должно быть сделано на 5 с плюсом лучше всех. Да, есть такое. Дети о чем ваши мечтают? Ну, старший сын у меня больше как творческий. Сейчас выбирает, хочет больше связать свою жизнь именно с творчеством. Я не против, это его путь, значит, это его выбор. Я пыталась его чуть в свою отрасль перетянуть, но... У каждого свой путь? Да, я пришла к выводу, что он должен сам выбрать свой путь, то, что ему нравится. Вот он больше стремится к творчеству. Ну, младший еще маленький, мечтает стать вторым Роналдо, Криштиану Роналдо. Я хотела сказать, наверное, футболистом он хочет стать. Криштиану Роналдо, так что я его тоже в этом поддерживаю. Ну, он занимается спортом. Он занимается футболом, плаванием, боксом. Где тоже стоят ваши лифты? Новые произведения. Где мы можем покататься на них? Ну, первый... Вы в детстве катались на лифтах? Ну, не в детстве, это уже в студенческие годы, когда я уже перебралась в Бишкек. Мое детство прошло на Иссык-Куле, там лифтов нет. Первый наш лифт стоит у нас в шоуруме на 4 этажа. Мы первый лифт сделали для себя. Но у нас уже есть заказы, мы уже производим. И есть уже лифты. Вот в Джалабаде уже монтаж закончен. В скором времени уже будет запуск первых наших лифтов. Они как быстро? Уже, ну да, 60 метров в минуту, соответствующая скорость. Отлично. Спасибо вам, Рахат. Я очень надеюсь, что таких историй в нашей стране будет больше, что ваш пример вдохновит и других девочек не бояться заниматься теми специальностями, которые почему-то в нашем обществе считаются не женскими, потому что на свете, я на самом деле считаю, что нет мужских или женских специальностей. Есть специальности, которые подходят или не подходят лично тебе, и вы вот яркий пример того, что любой путь по плечу, если ты этого хочешь. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо за беседу. С нами была Рахат Джумурбаева, женщина, которая открыла завод, который будет, обещает стать флагманом тяжелой промышленности Кыргызстана. Спасибо вам за то, что пригласили нас. Удачи вам, спасибо, что были с нами. До встречи.